Документы как бы все в порядке, все есть. В 2009 году легализацию сделали. Сказали, если вы хотите это самое сделать, сделайте легализацию. Мы сделали, до этих времен мы платили налоги нашим местным властям. Они спрашивают, квитанции, все, документы имеются. Равшан живет по соседству с таджикским военным аэродромом Айни. Его собственный дом должны будут снести в связи с расширением стратегического объекта. Уже убрали забор, хотя Равшан своего согласия на это не давал. Согласно документам о легализации, его собственность оценена государством в 500 тысяч сомони. Сегодня это около 70 тысяч долларов. И он требует, чтобы сначала ему заплатили положенную компенсацию. Чиновники деньги обещают, но когда дадут, не говорят. То, что легализация, говорит, тоже это фальши, это самозахват. Я говорю, такого самозахвата нет. Я же 10 лет здесь живу, вы мне налоги платите, требуете, мы платим вам налоги. Какой там самозахват? В течение нескольких лет, по словам Равшана, к нему приходят представители местных властей, требуют документы, так как сомневаются в их подлинности и законности нахождения дома на этом участке. Молодой человек опасается, что его захотят обмануть, и в конечном итоге он не получит ничего за свое жилье. Ограждение военные уже возводят, и до конца года, пока еще целый дом Равшана окажется на территории аэродрома. Без документов мы сейчас. Раз в месяц приходят, спрашивают и опять уходят. Но ничего нет, документов нет. Сколько нас человек здесь живет официально, никто не знает. Разговоры о расширении военного аэродрома среди местных жителей идут уже около 13 лет. В 2003 году Министерство обороны страны даже выделило им участки земли для переезда. По словам Рузмухамада, у него и 2 десятков его соседей тогда же забрали документы на собственность, чтобы подсчитать сумму компенсации. Но эти документы таинственным образом исчезли, и сегодня он даже не может сделать прописку своим невесткам и внукам. Рузмухамад боится, что не получит компенсации, не сможет ничего доказать в суде, а значит останется бездомным. Мы ходили за документами. Не могут найти наши документы. Сколько раз я ходил? Точное количество переселенцев и порядок выплат компенсаций пока не определены. Этим должна будет заняться специальная правительственная комиссия. По словам чиновников, если выяснится, что дома вокруг объекта построены незаконно, выплат жители не получат. Успеет ли комиссия провести экспертизу всех домов, подлежащих сносу, неизвестно, так как аэродром уже начал интенсивную работу по расширению своей территории. А до сих пор неизвестен состав комиссии и какими полномочиями она будет обладать. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.